Издревле известно, что к беременной женщине, роженице, матери и ее малышу необходимо относиться с особым теплом, уважением и заботой. Сегодня, в 21 веке, на помощь матерям и новорожденным приходят достижения науки, медицинского знания и самые новейшие технологии. Открытый в 1999 году в Якутске перинатальный центр был на тот момент первым в России и по направленности, и по техническому оснащению. Но существующий центр, в зону ответственности которого входит вся республика, остро нуждается в дополнительных коечных местах, отделениях, специалистах. На сегодняшний день действительно с объемами он не справляется, потому что, естественно, мы не можем сделать везде, в каждой точке, допустим, и на севере, в Арктике, да, и даже в южной части. Мы не можем сделать высококвалифицированного, обеспечить родильного отделения. Поэтому наша схема маршрутизации, она определена так, что мы всех везем с тяжелой формой беременности или с угрозой, мы везем в город Якутск. Естественно, этих мест не хватает, поэтому возникла такая необходимость строительства второго перинатального центра. Сегодня оказание помощи матери и ребенку при имеющихся осложнениях – дело государственной важности. Строительство региональных перинатальных центров по всей стране осуществляется по поручению президента Российской Федерации. Это одно из мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье». Проекты развития высокотехнологичной медицинской помощи, а также сети перинатальных центров, которых у нас и не было совсем. Сейчас их в 2018 году в России уже будет 94. И сегодня наши врачи спасают новорожденных в самых трудных случаях. Исполнение поручения правительства возложено на государственную корпорацию «Ростех». Всего для участия в программе было выделено 32 субъекта Российской Федерации, в том числе и Якутия. Мне кажется, что для такой большой республики, как Саха-Якутия, строительство большого перинатального центра является очень необходимым. Правильно сделали, и нужно его строить. Почему? Потому что, во-первых, сейчас рождаемость очень высокая, да, и всякие патологии по-любому есть, надо их определять и лечить. Очень много женщин рожают с патологиями в возрасте, недоношенных детей. Вот как раз этот центр поможет таким мамочкам и их детям. Якутский перинатальный центр – масштабный проект для республики, и осуществляется он при поддержке правительства Республики Саха-Якутия и главы Егора Афанасьевича Борисова. Руководитель проекта – заместитель председателя правительства Игорь Германович Никифоров. Перинатальный центр – высшее звено этапа медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Это учреждение высокой степени риска, задачами которого является обеспечение безопасного материнства и уменьшение перинатальных потерь. Для оказания экстренной и плановой высококвалифицированной медицинской помощи десятки молодых специалистов проходят специальную подготовку, чтобы стать сотрудниками Якутского перинатального центра. Здесь все уникально. Не только назначение, но и оборудование, которым будет оснащен центр. Внедряются передовые технологии в строительстве и управлении строительством. Многие материалы и технологии применяются впервые в наших условиях. Это армирование железобетонного каркаса методом муфтирования, сложные системы вентиляции, автоматизация, хладоснабжение, теплоснабжение, отопление, увязанное в единый диспетчерский центр. Да и сам факт возведения такого объекта здесь, в самом холодном обитаемом регионе планеты, впечатляет. Чтобы уложиться в установленные сроки, работы ведутся круглосуточно. Невзирая на погодные условия, морозы, туман, при постоянной связи с центральными проектными институтами, поставщиками, среди которых организации не только всей России, но и зарубежных стран. Проект надо было серьезно перерабатывать в связи с тем, что город Якутск стоит на вечной мерзлоте. И, соответственно, необходимы были специальные мероприятия для того, чтобы запроектировать основание достаточно устойчивое, на котором можно было уже бы располагать само здание перинатального центра. Для этого были проведены соответствующие изыскания. По результатам этих изысканий на основании расчетов были выполнены все необходимые проектные решения. И уже по факту
сегодняшнего состояния мы видим, что наше здание стоит устойчиво, уверенно. То есть никаких проблем и никаких возможных последствий в связи с особенностями устройства основания для перинатального центра в городе Якутске мы не видим. Это 8-этажное здание по своей площади сравнимо с небольшим городом, где протяженность всех коммуникаций измеряется десятками и сотнями километров. Для отопления и теплоснабжения будущего центра потребовалось установить 9 километров труб, а водопровод и канализацию распределяет сеть из 27 километров. Линолеумом и плиткой будущего центра, а это почти 26 тысяч квадратных метров, можно было бы покрыть весь центр столицы. Система воздуховодов протяженностью более 33 тысяч квадратных метров не имеет аналогов в республике. В основном сейчас идут работы по монтажу инженерных систем. Да? Это полностью вентиляция, электрика, прокладка групповых кабелей, отопление уже смонтировано, водоснабжение, канализация, ливневая канализация, противопожарная система тушения. Чтобы уложиться в сроки, ведем параллельно и отделочные работы. Проект сложный. В основном, наверное, проектный институт московский столкнулся с нашим климатом, да, теми климатическими условиями. То, что здание строится на сваях, которые у них это, говорится, не практикуется. Соответственно, работа, которую они проводили прямо совместно с производством работы, есть еще и доработка проекта. Тут один плюс был то, что привлекли местных инженеров, да, в лице проектных институтов, которые им, основываясь на своем опыте, да, давали какие-то технические решения. С нашей стороны, да, субподрядные организации тоже, используя свой довольно большой опыт работы, вносили корректировки проекта, ну и до сих пор носятся. Крупнейший строительный проект в республике замечателен еще и тем, что впервые объект такого масштаба полностью под ключ создается силами наших якутских профессионалов. Для выполнения этого ответственного и сверхсложного задания на конкурсной основе была выбрана строительная компания «Адгезия», имеющая большой опыт работы в условиях Севера. Группа компаний «Адгезия» – предприятие, специализирующееся на инженерно-строительном проектировании, производстве строительных материалов и строительстве зданий. Уже около 10 лет «Адгезия» занимается адаптацией лучших мировых строительных технологий к нашим климатическим условиям. Лидер в своей отрасли уже сегодня успешно внедряет в строительство такие передовые технологии, как легкие стальные тонкостенные конструкции ЛСТК, винтовые сваи, благодаря собственному производственному цеху обеспечивает всю республику арболитовыми бетонными блоками, строительным раствором и бетоном. Мы находимся сейчас на производственном предприятии «Адгезия металлоконструкция» по производству оцинкованных профилей для строительства. В объекте перинатальный центр все перегородки были использованы из наших профилей. Данная технология имеет ряд преимуществ, основным из которых является то, что отсутствуют мокрые процессы, что позволяет возвести перегородки в короткое время. Это является приоритетным. У нас профиля повышенной жесткости используются в связи с тем, что высота стен данного объекта она выше, чем стандартная. Также вот эти профиля используются на всех 7 этажах. И на сегодняшний день уже выпущено более 50 тонн для данного объекта. Компания занимается изготовлением и установкой винтовых свай в условиях вечномерзлых грунтов. Винтовые сваи выгодно отличаются от обычных свай тем, что их можно устанавливать в зимнее время до минус 40 градусов. Винтовые сваи имеют так называемые лопасти в виде винтов, за счет которых они анкерятся в толще вечномерзлых грунтов. Для объекта перинатальный центр в городе Якутске мы установили винтовые сваи для возведения крылец. Также планируется использование таких свай для фундаментов ограждения. За время работы предприятие воплотило десятки проектов по всей Якутии. Это детские сады и школы, больницы и поликлиники, газовые сети и газопроводы, жилые многоквартирные дома, дома культуры и спортивные центры.
В строительстве перинатального центра и оформительских работах задействованы более 50 субподрядных организаций. Это более 500 человек. Все они профессионалы своего дела. За плечами каждого многолетний опыт строительства на нашей вечной мерзлоте. Наша фирма производит на данном объекте, перинатальный центр, работы по монтажу системы центрального отопления, водоснабжения, канализации, теплоснабжения. На сегодняшний момент мы систему центрального отопления закончили. Проводятся работы по монтажу. Нами на сегодняшний момент смонтировано 4 этажа. Осталось еще 4 этажа. И срок окончания наших работ мы планируем конец апреля месяца. Билген бе перинатальный центр тас нора жаут, плиткалар хая жаут. Тахта тынны болла бе лөзүн тохтоппут, бартын ливден нора жаут. Анда бе лөзүн тын бартын срогудем тирехтахпут, хаскылы бартын тирехтахпут. Все они каждый день делают почти невозможное. Для этих героев работать на морозе, которого порой не выдерживает техника, обычные будни. Им не привыкать к ежедневному штурму и преодолению. И все они понимают важность своего дела. Ведь от качества выполненной ими работы зависят жизни самых маленьких якутян, а значит и будущее республики.